Друзья, мы продолжаем нашу программу. Наш спикер — это Сергей Киатров, главный режиссер объединения «Татар-мультфильм», объединение, которое занимается не только мультипликацией, но и также созданием многих других продуктов, которые служат на поддержку как татарского языка, так и ряда других языков России. Послушаем Сергея. СМС Херле Дуслар. Меня просили передать вам. Да, меня зовут Сергей Киатров, я вот из «Татар-мультфильма», и мы делаем мультфильмы. Мы организовались 10 лет назад, 11 лет назад, в 2010 году. Когда мы организовывались, мы пытались найти людей, которые какие-то специалисты в мультипликации, но они все стоили дорого. И тогда мы собрали просто сумасшедших людей, которым было бы этим интересно заниматься. И вот мы 10 лет, 11 лет занимаемся этим, и люди стали уже, на мой взгляд, специалистами. И у нас очень, достаточно в нашем регионе неплохие мультфильмы. Да, мы, конечно, не диснеевская студия, но свою нишу мы заняли. Вот мы делаем мультфильмы про нашу родину, про нашу культуру, про наших поэтов, по мотивам, в смысле, наших поэтов. И на сегодняшний день у нас более 200 мультфильмов. И если бы когда-нибудь Татар-мультфильм станет таким маленьким государством и напишет свою Библию, то вначале был мультфильм. И только потом все остальное появилось. А остальное это... Давайте мы сейчас попробуем посмотреть какие-нибудь небольшие мультики наши. Извиняюсь. А давайте я со слайдами закончу, и мы потом будем смотреть только мультики. По мотивам мультфильмов мы делаем книжки. И, то есть у нас практически у каждого мультфильма есть вариант книжки. Таким образом, это товар продает товар. То есть кто-то посмотрел книжку, захотел смотреть мультфильмы, кто-то посмотрел мультфильмы, с удовольствием листает книжки. Книжки не всегда прямо по мотивам, иногда это продолжение, иногда это предыстория бывает. И, разумеется, еще одна часть проекта — это приложения для телефона, сайты, компьютерные игры какие-то. Тоже они в рамках с персонажами, с историями из наших мультфильмов. Если вдруг в процессе моего выступления появятся вопросы, задавайте, мне так будет намного легче. А сейчас давайте посмотрим мультфильмы какие-нибудь. Я вам представляю несколько серий. Проект называется «Ак-Боре». Это наш один из последних проектов. «Белый волк», да, «Ак-Боре», «Белый волк». Мы делаем специально маленькие серии, короткие, для популяризации татарского языка, чтобы заинтересовать, можно сказать, русскоязычных детей, русскоговорящих, потому что в Татарстане татарский язык, он, хоть и популярен, хоть и основной, но его все равно знают не очень хорошо. То есть есть много татар, которые не знают татарский. И для заинтересованности мы придумали такой проект. Этот проект реализован по инициативе Московской автономии татар. Двигателем этого проекта является лично, сейчас я уточню, чтобы это правильно произнести. Секундочку. Извиняюсь. Фарид Фарисович Фарисов. Просто я боялся поменять местами. И при финансовой поддержке Магдеева Рустема Эльбрусовича. Этот проект сделан. На сегодняшний момент 58 серий сделано, минутных мультфильмов.
Все мультфильмы доступны на сайте akboret.rf, по-моему, или ру. То есть 58 мультфильмов там. Давайте еще какой-нибудь глянем. Да, наберите прямо в интернете Акбуре мультфильмы, он вас выведет на наш сайт. У нас практически у каждого проекта есть свой сайт, про который вот я дальше буду говорить. Вот мы также выпустили книжку, связанную с Акбуре, типа словаря, на 3 языках он. И компьютер, ну то есть игра для самых маленьких. Ну и, соответственно, мультфильмы, конечно. Летом еще тепло, это знаем. Зимою солкын, холода и снежок. Вот и сбился немножко с темы, извиняюсь. Мы открыли также несколько лет назад издательство. ТДИ называется. Детское татарское издательство. ТДИ. Детское татарское издательство. Мы печатаем книжки, учебники. И самая важная вещь, которую мы смогли, это мы попали в это, сейчас тоже процитирую правильно, вошли в федеральный перечень Министерства просвещения. То есть мы имеем право печатать учебники, да. Прям спасибо, вот фанат. Да. Тоже про один проект хочу рассказать. Он называется «Век Татарстана». Был посвящен столетию ТАССР. В принципе, все республики так или иначе отмечали подобные праздники. И в рамках этого проекта мы объехали всю республику и проводили с детьми уроки анимации, уроки истории. И дети рисовали мультфильмы, картинки, из которых мы впоследствии сделали мультфильм. И получилось так, что у нас в титрах мультфильма оказалось 1800 с чем-то детей. И мы таким случайным образом смогли урвать рекорд России по самому большому количеству детей в проекте. Сейчас я вам покажу пример этого мультфильма. Он очень по идее похож на Акбуре. Там первый мультфильм был посвящен гербам районов и городов. И это главные герои, это Геральдика, можно просто Гера. И
лале – это тюльпан татарский. Тюльпан является тоже, ну, как бы фирменным орнаментом, элементом в татарском орнаменте. Тюльпан. У нашей республики круглая дата. Мы всех приглашаем на праздник, ребята. Пусть песня поможет язык наш узнать. Ты только скорее начни подпевать. Почему всюду смех? Песня звон везде. К нам приехали гости из Бетуна, Кларкинде. И первое, что здесь скажут тебе: доброе утро, Хайрле и Хэс. Мы ждем гостей во всех, приезжайте скорей. Нет для гостя у нас закрытых дверей. Здесь вы много найдете разных чудес. Мы вам дружно споем Рахим и При встрече салям привет говорят. Спасибо, Рахмет, отблагодарят. Бейлем Читте, праздник пришел. Гостям в Татарстане якши хорошо. Кадерле дуслар, дорогие друзья, мы все здесь одна большая семья. На праздник большой, в этот радостный час, мы приглашаем вас. Мы ждем гостей во всех, приезжайте. Ну, вот здесь видно, что фоны используются детские картинки. Для гостя у нас закрытых дверей. Здесь вы много найдете разных чудес. Мы вам дружно споем Рахим и Один ребенок написал научный труд о геральдике республики после этого мультфильма. Я тогда сказал, что этот проект сделан уже не зря. То есть вообще нас заинтересовались дети геральдикой. И это финальный клип мультфильма. Мультфильм 40 минут. Я его не стал здесь показывать. Он тоже доступен в интернете. То есть вы можете запросто набрать «Век Татарстана». 3 мультфильма там выложены. Сейчас в работе 4-й. Из-за пандемии мы последний проект делали на удаленке, то есть дети присылали, и у нас это немножко растянулось все тоже с пандемией связано. Показалось, как будто кто-то что-то спросил. Ну вот мы для себя заняли такую нишу, да, и в основном мы делаем татарский. Но у нас есть проект, называется «6 богатырей». Да, и мы сделали на всех 6 богатырей, то есть, ну, все представители вот это Поволжья, так скажем. Но мультфильмов получилось 7, потому что у удмуртов, да, 2 языка или нет? У мордвы, да, 2 языка, да. Хотя у марийцев тоже 2 языка, но у них есть главный один, а там 2 главных. И давайте, кстати, мы на эту тему и...
Вот эти 6 богатырей, которых мы сделали, то есть это мультфильмы приблизительно там 6-минутные все. Тоже есть сайт, есть книжка про богатырей. Богатыри «Век Татарстана». А это называется «Волжские богатыри». И вот и такой интересный тоже тут картиночку. Сейчас. Вот, а это у меня файл называется «Первый призыв». Это был первый эскиз богатырей, который мне очень лично понравился, но мы столкнулись с такой темой, что мы показывали, то есть устроили фокус-группы и начали обижаться. То есть почему-то у нас такой худенький, у кого-то большой, у кого-то крепенький. И в результате мы приняли решение нарисовать всех богатырей в принципе одинаковых. Вот такая вот история. Ну и специально... Ах, пардон. Это у меня здесь чувашский богатырь есть. Есть чуваши? Ну давайте тогда татарского посмотрим немножко. К нам наш общий теплый дом, мы друзей всех соберем и расскажем сказок много. И станцуем мы споем, где могучая река омывает берега. День и ночь стоят на страже наши доблестные стражи. От врагов нас защитят, никого не пощадят. Вы защитники земли, волжские богатыри. Чего ты удумала на старости лет? Раз Бог нам не дал ребенка, так хоть из теста его сделаю. Услышал Бог наши молитвы. Как сына назовем? Так и назовем. Камыр. Ты смотри, как наш сын за ночь вырос. Да, не по дням, а по часам растет. Пойду с кем-нибудь поиграю. Ты чего делаешь? Судить его! Хану! Значит, ты их всех один разбросал? Да, один. Ты смотри, какой сильный. А не хочешь ли ты, Камыр-Батыр, силу свою на доброе дело применить? А как это? Я тебя помилую, если ты вернешь мне мою дочь. А где ж ее искать? Не знаю. Только исчезла она во время прогулки, когда поднялся сильный ветер. Я согласен. Пусть твои кузнецы сделают мне железную дубину, а я уж отыщу, верну твою дочь. Здравствуй, бабушка. А не найдется ли у тебя воды испить? Как же не найдется? А куда ты, Батыр, путь держишь? Да вот, ищу дочь хана. Это которую Диев похитил? Откуда ты знаешь? Я еще и не такое знаю. А куда он ее отвез? Тебе какая разница? Водицы ты испил, которая сил отнимает. Теперь ты мой.
Убери дубину, задыхаюсь. Ты сама меня сил лишила. Там на столе еще один кувшин стоит. В нем вода, которая придает сил. Расскажи, где дочь Хана искать, тогда уберу. Девушку унес Див в свой замок. Возьму-ка я у тебя эти 2 кувшина с водой. В дороге все пригодится. Кончилось. Осталась только мертвая вода. Кто ты, Батыр? Я Камыр. А ты воин? Я дочь хана. Див заставляет меня охранять его дворец, пока его нет. Меня послал за тобой твой отец. Правда? Сейчас постучусь к нему в дверь. Ух ты! Где же он прячется? Отправляемся домой. Предлагаю тебе, Камыр, остаться служить в моей страже. Спасибо, хан, но меня дома родители ждут. Азат, ой, простите, пожалуйста, Сергей. Сергей, вы не могли бы также рассказать о субтитулировании мультфильмов, об их озвучивании, на каких языках выходит, какие комбинации вы предлагаете? Ну, мы не озвучиваем чужое. Мы делаем так свое и делаем вот в основном, конечно, на 2 или на 3 языках, то есть еще на английском. Но также вот у нас был вот проект «Богатыри», который мы сделали на вот всех языках Поволжья. И там получилось, что каждый мультфильм был переведен и на русский, и на татарский, и на родном языке был сделан. Плюс на английском еще. И только русский был не переведен. Вот сейчас у нас флагман, над которым мы работаем, это Акбуре. Да, и вот, такое время настало, да, что, как-то востребовано вот в интернете вот какие-то короткие вещи. И мы вот вынуждены... Но у нас есть один проект, один из самых удачных наших проектов, это «Стрела наследия». Это полнометражный фильм. Мы выпустили уже 3 серии. Только, 1-я, 2-я полнометражные, 2-й мультфильм получился 40 минут. Он слишком короткий для полного метра, но большой для Он про любовь к родине, про любовь к своей истории. Тоже он, конечно же, доступен в интернете. И этот мультфильм чем уникален? Давайте посмотрим клип из этого мультфильма. Утопающий в зелени город, берег твой мы сосен просит.
Это надо зайти на YouTube или на наш сайт tatarmultfilm.ru, либо на YouTube зайти, набрать «Стрела наследия», полный метр и насладиться просмотром. Вот тоже давайте еще один клип посмотрим. Рафаэль Бахтиозин. Там в Кремле чудеса, там волшебная роса, Это музыкальные фрагменты мультфильма. там у берега Мультфильм идет час. реки, бриллианты, родники. Среди тех прозрачных вод водяная живет и скучает без общения, прибывая в возмущении. Моя тонкая натура и шикарная фигура не оценены никем. Заскучала я совсем, грущу и уже зеленею от горя. Еще бы ни разу не видела моря, но жизнь без морского простора известна, ужасно уныло и пресно. Да я со стрекозами в прятки играю, они даже толком и правил не знают. А ночью, когда замирает весь город, хватаю с лягушачьим хором. Песни лишние слова, но даляй, но давай мне на дне устроить раунд и показы новых мод, и снискать великой славы средь бурлящих синих вод, чтоб от зависти закваком зеленели все вокруг, и не только были кружки заполняли мой досуг. Ну, этому как раз помочь легко. Песни лишние слова, но даляй, но давай. Я не поняла, а кто это? Главный герой романа «Зулейха» вот попадает в разные приключения. В первой серии они путешествуют по достопримечательностям Татарстана. Елабуга, Булгары, «Стрела наследия». tatarmultfilm.ru. Наберите просто «Стрела наследия», полный метр, и интернет сам вам его выдаст. У Татармультфильма, да. Есть вторая серия, она называется «Семь жемчужин», там герои попадают в сказки. Есть третья часть, называется «Ревизские сказки. Архивное дело», где они пропадают в прошлое и путешествуют по реке времени. И в истории Казани именно они. Ревизские, от слова ревизия, ревизские сказки, архивное дело мультфильм называется. Сейчас готовится 4-я серия, называется «Разыскиваются адресаты», будет связано с Великой Отечественной войной, именно в Казани, в период Великой Отечественной войны. Будет, называется «Разыскиваются адресаты». Вот, и чем этот мультфильм, ну, чем эти герои, чем эта история у нас относительно, удачная. Во-первых, есть и книжки, да, есть сайт. И в Елабуге, в городе Елабуга, в Татарстане есть город Елабуга, вот, там в музее, в краеведческом, при входе они крутят клип из этого мультфильма. В самом музее они используют персонажей как пособие такое, там эти наши герои объясняют те или иные факты. В Набережных Челнах есть такой город, да, где делают КАМАЗы. В Татарском драматическом театре по мотивам нашего мультфильма поставили спектакль. То есть и «Стрела наследия» тоже называется. И я был на показе. Я был очень доволен вообще. То есть это когда счастье режиссера, когда мультфильм становится больше, чем мультфильм.
«Стрела наследия». Да, прям так и назвали, на татарском языке. Набережные Челны, татарский драматический театр. Вот, там вот такой спектакль у них есть. И вот это, когда вот мы делаем мультфильмы, допустим, делается книжка к мультфильму, это уже, то есть мультфильм больше, чем мультфильм. А когда вот это идет использование его, очень много, у нас есть проект, называется «Балару». Это мы сделали иллюстрированные аудиокниги. Издательство называется ТДИ, Татарское детское издательство. Да, и вот сегодня должны были приехать как раз вот Алсу, она главная там. Так, давайте, у меня есть тут что-нибудь про ТДИ. Мне сообщили, что у нас 5 минут. У нас есть опыт работы. Мы сделали мультфильм для крымских татар на крымско-татарском языке. Мы делали мультфильм для нивхов. Нивхи — это коренные жители Сахалина. На нивхском языке они нам наиграли музыку на своем народном инструменте. И у нашего звукорежиссера пошла кровь из ушей. Но ну, это очень, кстати, малочисленный народ. Нивхи, сахалинские прямо. И их мало-мало прямо совсем. Рафаэль Бахтиозин. И еще у нас был период, мы работали с Азатом Хусаиновым. Тоже. Да. Он композитор, да. Вот я сейчас не знаю, что я сделал. У меня папка пропала только что. Куда-то я ее дел. Не понял. Извиняюсь. Один из наших удачных проектов — это культурный дневник школьника. Давайте попробую быстро запустить. Культурно-образовательный проект реализуется Министерством культуры, Министерством образования и науки Республики Татарстан под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. В этом году культурный дневник получили в дар более 160 тысяч ребят. Это каждый ученик начальной школы нашей республики. Стань участником проекта. Посети музей, театр, цирк, расширь свой кругозор. Пригласи родителей, друзей и вместе проведите свободное время в атмосфере творчества. Участвуй в конкурсах и акциях, и в конце учебного года ты сможешь стать победителем проекта. Уважаемые родители, проект дает прекрасную возможность организовать полноценный, разносторонний познавательный досуг вашей семьи и вовлечь наших детей в культурные инициативы. Дети ходят в музеи, получают за это в дневнике печати. В каждом музее, в каждом кинотеатре, в каждом, ну, любом таком заведении культурном есть печать, которую можно в дневник поставить, что ребенок тут был. И дети там прямо, есть конкурсы, призы, дети борются. В музеях повысилась посещаемость, даже посещаются, вот бывает же там в районах какие-то маленькие музеи, и туда люди ходят. Что? Да, ну, музеи платные. Ну, кстати, там же бывает же всякие ночь музеев, да, вот они все республикой раз и сходят. Да, это по поручению правительства, Министерства культуры, мы исполнители, то есть это есть и книжка, и портал, который дети посещают. У нас время, так я понимаю, кончается, да? Ну и давайте такой позитивный мультфильм, коротенький, прямо коротенький. Тугантел — родной язык переводится. Да.
Да, то есть родной язык жив. Вот. Всем спасибо. С удовольствием отвечу на вопросы, если есть какие. Значит, самая ваша любимая книга в детстве, и как вы пришли к мультипликации, когда вот вы начали создавать фильмы? Спасибо большое. Рахмет, Бигзор Рахмет сизге. Да, в мультфильмы я шел долго, но мультфильмы я стал рисовать в 95-м году. Я устроился на телевидение и начал делать мультипликационную рекламу. И когда я нарисовал первые картинки, у меня там такая сумочка шла. Я шучу, если бы я в этот день умер, я бы умер счастливым человеком. Мне казалось, что я уже все достал, какого-то чуда. Потому что сегодня мультфильмы делать любой ребенок может. Сегодня вот на телефоне, пожалуйста, есть все условия. Раньше это было невозможно. Раньше скинуть видео на компьютер было невозможно. Это... любимая книга у меня в детстве, я не знаю, «Остров Томбукту», может быть. Очень толстая книга, я ее прочитал. И там... мультфильм, наверное, был у меня нет любимых таких вещей. Но вот в детстве мне вот «Чиполлино» мультфильм нравился. За некую... Мультфильм советский. Там от Джани Родари немного осталось. Но он был такой революционный же, да? Сейчас его, наверное, запретят когда-нибудь. А книжку, помните, она заканчивается? И над замком подняли флаг свободной республики. Вот. А кино, я не знаю, в детстве, конечно, какие-нибудь «Пираты 20 века» нравились, да? Недавно пересмотрел, вообще кошмар. Да, далеко не Рэмбо, короче. Но в детстве нравилось, в детстве смотрел 100 раз и просто мне казалось. «Три мушкетера» тоже смотрел, конечно же. И, разумеется, тоже нравилось. Художник-оформитель по образованию я. Да. Еще последний вопрос, может быть? Для дома. Я такой художник, который рисует на тетрадке в клеточку на задней странице со школы. Вот. А когда я служил в армии в Новороссийске 3 года, я вот шучу, что я закончил Новороссийское военно-художественное училище. Потому что там дембельские альбомы рисуются так, там делается все, чтобы стать мультипликатором. Вот. Благодарим Сергея за его выступление, за представление объединения. Бигзор Рахмат. Сау болыңыз.